Здравствуйте, в эфире телеканала ФНВК Саха-Якутия-24. Сегодня глава Республики Саха-Якутия подведет итоги работы в уходящем месяце. В нашей студии Айсан Сергеевич Николаев. Айсан Сергеевич, здравствуйте, очень рада вас видеть. Ну и первый вопрос, конечно же, связан с пандемией. Среди принимаемых мер против распространения коронавирусной инфекции в первую очередь выбрана массовая вакцинация. В Якутске, например, открыто несколько дополнительных пунктов для вакцинации. Сколько человек в республике уже получили вакцину и как Якутия справляется с этой задачей? Конечно же, борьба с коронавирусом, который у нас в стране и в мире в целом длится уже больше года, она всех достаточно уже утомила. Есть определенная усталость у населения, у властей, у бизнеса. Так, конечно бы нам хотелось быстрее снимать ограничения, но вместе с тем мы видим, к чему это приводит. Вот в марте, когда были сняты основные ограничения по культурно-массовым зрелищам, по развлекательным заведениям, по их работе, по тем же ресторанам, по проведению массовых мероприятий. И в это же время началось очное обучение университета, других высших учебных заведений. Это все вкупе, и как раз возросший тогда поток наших туристов уже за границу, он привел к тому, что у нас в республике все-таки значительное повышение заболеваемости коронавирусом пошло. Сегодня мы имеем достаточно сложную ситуацию, мы этого не скрываем. У нас ежедневно свыше 100 человек больных. Вот на эти дни вот 106, 111, 108, ну вот традиционная цифра. Большая часть — это город Якутск, свыше 60 человек. К сожалению, в достаточно большом количестве районов тоже наблюдаются случаи коронавирусной инфекции. Очень опасно, что стали болеть дети, причем массово стали болеть, и стали болеть уже тяжелее, нежели чем раньше. Раньше такого не было, сейчас большое количество детей на больничных коях, есть случаи уже попадания детей на ИВЛ. Конечно же, болеет очень тяжело старшее поколение, и количество летальных случаев у нас тоже возросло, и мы этого не скрываем. Всего с начала пандемии у нас свыше уже 660 человек скончалось именно от ковида. Это большая потеря для всей нашей республики. Безусловно, в таких условиях главное оружие, которое есть вообще в целом мире, да, единственное, это массовая вакцинация, массовая иммунизация. Есть страны, такие как Израиль, где уже свыше 90% населения взрослого, оно уже привито. Вот. В нашей стране тоже в первой в мире у нас вакцина появилась, вакцинация по всей стране идет, и у нас в республике, конечно же, особенности в связи вот с ухудшением ситуации, главный санитарный врач выпустил распоряжение о принятии ряда мер по массовой вакцинации населения. Здесь, конечно, очень много фейков, пишут, что вот в Якутии принял решение всех обязательно вакцинировать, там, сплошняком, да, и так далее. Конечно же, это не так. Массовая вакцинация, она предполагает вакцинацию в обязательном порядке только некоторых групп. Ну вот представьте себе группы, например, сейчас вот тех работников, которые будут работать в детских летних лагерях. Конечно же, они обязательно должны быть на 100% вакцинированы, да я и не представляю, как родители отправят в детский лагерь ребенка, так, зная, что там, например, персонал не вакцинирован. Это же прямая угроза жизни и здоровью детей. Поэтому есть группы, которые четко очерчены в федеральных нормативно-правовых актах. Это вот как раз работники образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, транспорта, энергетики, сферы услуг, студенты. Вот лица старше 65 лет, которые, конечно же, должны быть вакцинированы. При этом у человека всегда есть возможность отказаться от него, в письменном виде написать заявление, что отказывается. Ответственность работодателя именно состоит в том, чтобы обеспечить условия для вакцинации, провести эту работу, и в случае, если кто-то не готов вакцинироваться, то уже принимать решение о удаленном режиме работы этого человека или там каких-то других подходах к этому вопросу. Но, еще раз говорю, мы должны понимать, что сегодня единственный способ на самом деле вот массово нам, всему обществу от этой болезни оградиться, это массовая вакцинация. Другого ничего никто не придумает и ничего близко не будет. Иначе будем жить в этих ограничениях. Ну а при ухудшении ситуации, вот сегодня уже есть определенные, пока еще не требования, но уже рекомендации со стороны надзорных органов о дальнейшем введении еще ограничений, в том числе в первую очередь на работу малого бизнеса,
вот, той же сферы услуг. Мы пока с этим не соглашаемся, мы считаем, что пока еще ситуация под контролем. Вместе с тем дальнейшее ухудшение, конечно же, может быть преодолено только, вот еще раз говорю, сильным ограничением уже в том числе вот для малого бизнеса. Я считаю, что вот как раз для бизнеса это массовая вакцинация, это как раз панацея, которая позволит максимально быстро ограничения снять. Вот те страны, где это проведено, вот массовая вакцинация, они же сейчас ограничения снимают в массовом порядке. Но у нас их не так много, слава богу, пока. Так? Но еще раз говорю, все в наших руках. Если мы сможем преодолеть вот этот пик, если выйдем на уровень вакцинации еще выше, чем сейчас, то я уверен, что ограничений новых не потребуется. На сегодняшний день в республике первой вакциной привелось свыше уже 155 тысяч человек. Вторым компонентом чуть меньше, 110, ну, понятно, что там есть временной лаг. Вот. Я думаю, что темпы у нас, конечно, не такие высокие, как нам хотелось бы, но они, конечно, и не низкие. Да? По темпам вакцинации Республика Саха-Якутия сегодня одна из первых в стране. И все врачи, вот санитарные врачи и вообще в целом работники здравоохранения, в том числе федеральных ведущих клиник, они считают, что республика выбрала правильное решение для как раз защиты общественного здоровья через массовую иммунизацию населения. Не менее важной является и другая проблема, которая выходит на первый план каждый год. Это тема начала пожароопасного сезона в Якутии. Как идет подготовка у нас в регионе и какие прогнозы на этот сезон? Ну, идет не подготовка, а идет уже полностью работа по тушению лесных пожаров. Они у нас традиционно в этот период возникают по двум причинам. Это сельхозпалы и охотники. Вот. Могу сказать, что сегодня ситуация полностью под контролем. Был один серьезный большой пожар в Тампонском районе, он полностью уже потушен, ликвидирован. Есть ряд таких незначительных термоточек, которые в разных районах возникают, но по ним, по всем, в принципе, работа идет. Мы надеемся, что вот, скажем так, вот начало лета у нас будет все-таки более спокойно. Но, к сожалению, прогнозы гидромета, они в части сухой, жаркой погоды в июле, в августе, они пока подтверждаются. Они их подтверждают, эти прогнозы. Поэтому мы, конечно, ждем, что пожарная опасность будет высокая. Принят ряд мер, в том числе при помощи федерального бюджета, закуплено дополнительное оборудование, техника свыше 203 единиц. Она сейчас уже доставлена практически по учреждениям Якутлесресурса, другим нашим подразделениям, организациям, которые действуют как раз в рамках работы по тушению лесных пожаров. Также принято решение вот о создании базы авиалесохраны в Батагае. В целом увеличена штатная численность практически на 100 человек по лесопожарным формированиям по республике. Это значительное число, так, на постоянной основе. Будут привлекаться дополнительные силы на летний сезон. Поэтому в целом мы, конечно, думаем, что мы с пожарами будем справляться лучше, чем предыдущие годы. Якутия всегда эффективно взаимодействует с крупными компаниями, в частности с компанией «Алроса». Недавно прошло крупное мероприятие под названием «Хозактив», на котором было подписано соглашение о социально-экономическом развитии между Якутией и компанией «Алроса». Хотелось бы узнать значение этого документа для развития республики. Безусловно, компания «Алроса» — это флагман нашего бизнеса. Одна из лучших в целом компаний России в части корпоративного управления. И вот проведение такого мероприятия уже традиционного для компании «Алроса», как «Хозактив», который проходит вот как раз весной, это всегда добрая традиция компании, которая продолжается уже десятилетия. Были подведены итоги работы за прошлый год, намечены планы 2021 года, последующих годов. Руководством компании были награждены передовики труда. Мы гордимся людьми труда, которые в «Алросе» работают. И, безусловно, конечно же, одно из таких центральных мест занимали вопросы экологической безопасности, социальной ответственности «Алроса». Я считаю, что в этом направлении за последние годы очень много сделано. Компания, я в целом считаю, что очень хорошо работает. Если так даже по цифрам смотреть, то за последние 3 года компания заплатила только дивидендов в бюджет республики на 20 миллиардов рублей больше, нежели чем за 10 лет до этого.
Вот. Это вот как раз показатель того, что эффективность компании для нас, как для крупнейших акционеров компании «Алроса», ну, кратно выросла. Так, и благодаря вот как раз в том числе дивидендам компании «Алроса» и республика в целом, и улусы алмазной провинции чувствуют себя сегодня достаточно уверенно в период такой, ну, бюджетной нестабильности в целом по стране. При этом хочу отметить, что на хозактиве было подписано соглашение между Республикой Саха-Якутия и компанией «Алроса» на период до 2025 года, где мы отразили основные направления той деятельности, которую компания «Алроса» будет проводить в рамках своей социальной ответственности по республике. В том числе отражены перечисления в целевой фонд будущих поколений, отражены те перечисления, программы, которые компания будет реализовывать в рамках программы по чистой воде в Вилюйской зоне районов. Это очень важная, серьезная тема. Свыше 850 миллионов рублей с 2019 года по 2025 компания должна направить. Практически половина уже профинансирована, вот оставшаяся половина как раз в рамках этого соглашения будет дальше и финансироваться. Также, конечно, отражены вопросы взаимодействия республики и компании по вопросам транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, ну и других важных направлений участия компании, например, в поддержке детей Азии, столетия республики. То есть целый такой достаточно широкий спектр. Но хочу сказать, что впервые также было подписано массово, скажем так, публично в этот день еще и соглашение с улусами алмазной провинции, с 8, в рамках которых улусы тоже получат дополнительные средства на решение вопросов гуманитарных программ, касающихся образования, здравоохранения, культуры на территории своих районов. Пусть эти суммы не очень большие, но при этом каждый район получит в них в рамках 50 миллионов рублей, но они как раз будут направлены на решение тех задач, на которые, к сожалению, не всегда бюджетных средств хватает. Продолжая тему крупных компаний, нельзя не отметить о сотрудничестве с компанией «Русгидро». Недавно республику посетил с рабочим визитом генеральный директор Виктор Викторович Хмарин. О чем договорились? Компания «Русгидро» является владельцем сегодня компании «Якутскэнерго». Соответственно, вся энергетика Якутии полностью находится в ведении данной компании. И впервые, наверное, в истории состоялся такой визит, когда руководство компании, не только один генеральный директор, но и его первые заместители, ряд заместителей по ключевым направлениям, они в республике находились 4 дня, проработали и в Западной Якутии, потом вот здесь в Центральной Якутии, в Якутске несколько дней провели. Был обсужден широчайший спектр вопросов, касающихся развития энергетики, начиная от стратегических вопросов, таких как дальнейшее объединение с объединенными энергосистемами страны, энергосистем республики и дальнейшее развитие Якутскэнерго, заканчивая уже вопросами оперативного характера, такими как создание единого теплосетевого хозяйства по городу Якутску, вопросы реализации тех или иных инвестиционных проектов, таких как начало строительства ВЛ-110 Сунтар-Нюрба. По всем вопросам мы нашли понимание у компании, протоколы сейчас согласовываются, будут подписаны. Хочу сказать, что, конечно же, у нас с «Русгидро» дальнейшее сотрудничество будет продолжаться, мы обязаны его проводить для того, чтобы энергетика республики развивалась уверенно и стабильно. Это касается как и западной нашего энергорайона, так где достаточно тоже большая работа должна быть проведена для синхронизации работы комплекса Вилюйской ГЭС 1 и 2, который у «Русгидро» находится, Вилюйской ГЭС-3, который у «Алроса» находится. Вопросы строительства ВЛ-110 Сунтар-Нюрба, они уже должны после окончания проектно-сметной документации, которая сейчас разрабатывается и проходит госэкспертизу, они уже должны перейти в практическую плоскость. В Центральной Якутии, конечно же, важнейший вопрос – это начало строительства в второй очереди Якутской ГРЭС-2. Это создание теплосетевого хозяйства в Якутске, которое кратно повысит надежность теплоснабжения нашей столицы. И, конечно же, вопрос наших северных территорий. Здесь планы грандиозные в части строительства новых дизельных электростанций с элементами уже подключения солнечных
солнечной энергетики, то есть такая будет комбинированные дизельные станции плюс солнечная электростанция. Уже в этом году стройка идет по 6 объектам в Верхоянском и Мумском районах. В ближайшие годы предполагается довести число этих объектов, которые будут полностью перестроены и будут работать уже в том числе с применением альтернативной энергетики, до 66. Вот. Грандиозный проект, уникальный не только для Якутии и Дальнего Востока, но и для всей страны. И, конечно же, мы очень надеемся, что все они будут реализованы в кратчайшие сроки, и жители наших арктических сел уже на себе почувствуют повышение надежности энергоснабжения и теплоснабжения в данных наших поселках. Также недавно Якутию посетил герой России, командующий Восточным военным округом Геннадий Валерьевич Жидко. Для республики это знаковое событие. Сан Сергеевич, какие основные итоги встречи вы могли бы подчеркнуть? С Геннадием Валерьевичем мы очень обстоятельно проговорили и обсудили спектр вопросов, связанных с военно-патриотическим образованием и подготовкой нашей молодежи. В рамках реконструкции ряда наших объектов и строительства новых объектов мы будем решать вопрос по созданию военно-патриотического центра «Авангард», который сейчас будет по всей стране создаваться. Ну, в Якутске у нас он будет создаваться на базе Якутской кадетской школы. Вот. Причем он будет создаваться уже как такой центр патриотического воспитания, будет туда передаваться военная техника для организации музея, скажем, да. Более того, Геннадий Валерьевич дал также поручение, чтобы дополнительная техника была поставлена для вот создаваемого парка Победы, который у нас в городе Якутске тоже сейчас создается по Портовскому шоссе. Так, и там тоже вот будет оказана помощь в предоставлении военной техники. Далее мы проговорили тоже немаловажный вопрос о воссоздании учебного центра по военной подготовке на базе Северо-Восточного федерального университета. Тоже важная задача. У нас она многими озвучивается, и студентами мне пишут, родители пишут о необходимости военки здесь. Да? И я получил поддержку от главнокомандующего Восточного округа, командующего Восточным округом. Надеюсь, что решения тоже такие будут положительные приняты. Ну и вопрос призывного пункта здесь в городе Якутске. Он сегодня, к сожалению, расположен в аварийном здании. Ну и, конечно, здесь это уже наше обязательство, чтобы такой пункт современный здесь в городе Якутске появился в ближайшее время. В мае Россия получила статус председателя Арктического совета на ближайшие 2 года. Утверждена концепция мероприятий. В план вошли некоторые из них, которые инициировали вы. Хотелось бы узнать, что это за предложение и какие вопросы вообще решает Арктический совет. Арктический совет – это, безусловно, важнейший международный орган, который объединяет арктические страны и те страны, которые, скажем так, интересуются Арктикой. Это, наверное, такая главная площадка, на которой идет обсуждение вопросов развития Арктики в мировом масштабе. И с 2021 по 2023 года Россия будет в нем председательствовать. Сегодня решением уже председателя правительства страны Мишустина Михаила Владимировича утвержден план мероприятий, которые будут в рамках председательства России в Арктическом совете проводиться. И ряд тех предложений, которые мы туда передавали, они уже приняты и окончательно уже в программу попали. Более того, наверное, многие знаете, что вот когда 20 мая в Рейкьявике в Исландии как раз председательство Исландии переходило к России, министр иностранных дел нашей страны Лавров в своей речи как раз отметил один из тех проектов, которые Якутия предложила. Это проект по цифровизации культурного и языкового наследия коренных народов Арктики. Этот проект, предложенный Республикой Саха-Якутия, который здесь у нас уже начал реализовываться, он сейчас уже получил международное признание, да, и будет уже реализовываться не только в Якутии, не только в России, но и уже и в других странах. Это, конечно, безусловно, очень серьезное подтверждение той роли, которую играет Якутия вообще в целом в развитии мировой Арктики и в сохранении, и в развитии культуры коренных народов. Ряд других наших мероприятий тоже вошли в программу. Так будет в 2023 году проводиться Всемирный саммит по вечной мерзлоте. Глобальная проблема, которая тревожит не только, опять же, нас, но и в целом все человечество. И
то, что такой глобальный саммит здесь будет проводиться, тоже признание ведущей роли якутской науки в этом серьезнейшем вопросе. Наш Северный форум устойчивого развития тоже каждый год уже теперь будет получать поддержку именно по линии Арктического совета, который мы традиционно сейчас уже проводим в конце сентября. Будут проводиться также ряд мероприятий, связанных с охраной окружающей среды, с развитием традиционных отраслей. Будут также вопросы в том числе рассматриваться и по вопросам развития городской среды в Арктике. Так, в следующем году здесь у нас пройдет большое международное мероприятие, посвященное городской среде и развитию именно в арктических городах, которую поддержал Минвосток развития нашей страны. Хочу особо отметить, что в программу мероприятий попал международный чемпионат по оленеводству, который пройдет в поселке Черский в апреле 2022 года. Впервые статус таких чемпионатов, которые у нас, опять же, и в стране, и у нас в республике, особенности на северах проводятся соревнования оленеводов, он получает статус международного чемпионата. К нему, конечно, надо будет сейчас готовиться, делать все, чтобы он прошел на достойном уровне. Тем более, еще раз говорю, место его проведения — это не большой город, да, а именно поселок Черский, который у нас находится на самом северо-востоке республики. Александр Сергеевич, буквально на этой неделе вы провели заседание рабочей группы по направлению среднее профессиональное образование комиссии Государственного комитета Российской Федерации по направлению образования. Каковы итоги и какую оценку можно дать среднему профессиональному образованию в Якутии? Я являюсь руководителем рабочей группы Госсовета как раз по направлению среднего профессионального образования в комиссии по образованию. Мы провели первое его совещание. В силу ограничительных, опять же, мер оно состоялось у нас, часть онлайн присутствовала, часть офлайн. Министр просвещения страны Сергей Сергеевич Кравцов, ряд руководителей, они подсоединились из Белгородской области. В нашей группу входит 30 человек, в том числе губернаторы Орловской области, Республики Коми, глава Республики Карелия. Входят также ряд руководителей федеральных ведомств, эксперты ведущие, ученые, представители бизнеса. И, конечно же, вопросы развития среднего профессионального образования требуют очень серьезного обсуждения и на федеральном уровне, и на региональном. Понятно, что сегодня очень серьезно возрастает спрос на высококвалифицированные рабочие специальности. У нас по республике мы ожидаем, что в ближайшие годы он достигнет до 20 тысяч человек, будет потребность уже в год, именно высококвалифицированных рабочих специальностей. И, к сожалению, и у нас в республике, и в стране система подготовки в среднем профессиональном образовании, она отстает от требований времени. Очень длинный срок обучения. Обучают по методикам, которые, знаете, во многом даже в прошлом веке сформировались. Материально-техническая база среднего профессионального образования очень серьезно отстает от новых требований. Новые профессии, которые сегодня востребованы на рынке, особенности в том же IT, нефти, газохимии, например, в металлургии, в том же сельском хозяйстве, они отстают от... их нету просто, мы не можем по ним уже готовить наших СПО. И, конечно же, здесь должны быть коренные изменения на уровне страны приняты. Сейчас принимается программа «Профессионалитет» на уровне правительства Российской Федерации. Я от имени рабочей группы Госсовета присутствовал на заседании правительственной комиссии и представлял эту программу, выступал экспертом ее. Считаю, что она очень правильно сделана, и она как раз направлена на поддержку региона в этом вопросе, в том числе и в части переоснащения, в части укрепления материально-технической базы. Уверен, что в ближайшие годы по среднему профессиональному образованию мы должны сделать очень серьезные шаги, начиная от создания суперкампуса в районе Кангалас, здесь в городе Якутске, заканчивая уже в целом изменением системы подготовки специалистов для среднего профессионального образования, и в самом среднем профессиональном образовании, от наших, начиная от районных центров, заканчивая здесь городом Якутска. Александр Сергеевич, последний вопрос. Наступает долгожданное лето для якутян, для выпускников это пора экзаменов, для тружеников села это посевная пора, для речников это открытие навигации, но главным объединяющим всех событием, конечно же, станет национальный праздник ЭСЭХ. В связи с пандемией будет ли разрешено проведение ЭСЭХов, и если да, то в какой форме?
По СЭХам у нас принципиальное решение, что каждый район, каждое муниципальное образование будет принимать решения, исходя из той эпидемиологической ситуации, которая складывается на момент проведения СЭХ. Сегодня могу сказать, что в целом по республике ситуация по большинству районов она спокойная, так? Количество больных незначительное, и мероприятия СЭХ можно проводить, но опять же с соблюдением тех ограничительных мер, которые сегодня есть. Да? Там вот дезинфекция, термометрия, масочный режим внутри каких-то либо помещений, вакцинация как раз вот тех, кто будет работать в культурной программе, в обслуживающей персонала, так, продавцов. Тревогу вызывает у нас Мегино-Кангаласский район, тревогу вызывает город Якутск. Так, но вот мы надеемся, что все-таки меры по вакцинации, которые сегодня идут, дадут результат, и мероприятия можно будет провести. Решение по ним, еще раз говорю, уже ближе к середине июня окончательно оперативными штабами на местах будет приниматься. Александр Сергеевич, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо.